Центральная больница в Гагре сегодня является важнейшим центром здравоохранения города. Это многопрофильное учреждение, которое оказывает медицинскую помощь по множеству направлений. Конечно же, в курортный сезон количество обращающихся в больницу увеличивается в несколько раз. Порядка 60 тысяч пациентов в год. Из них стационарное лечение получают около 7 тысяч. За последние 5 лет в больнице проведено немало ремонтных работ. Несколько отделений приведены в порядок, приобретено оборудование, готовятся кадры. Но несмотря на все усилия руководства, самой острой проблемой в больнице является нехватка специалистов. В курортной среде сложно конкурировать с огромными пансионатами и гостиницами. Желающих работать в госучреждении за низкую зарплату практически нет. Как решаются проблемы здравоохранения в районе? Мы побывали в центральной больнице Гагры и постарались получить ответы на этот и другие вопросы. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Горничные, они получают в 3 раза больше, естественно. Но кто придет в больницу работать? Вот видите, вот в таком состоянии было внизу тоже. Сейчас я вам покажу, где у нас уже еще идет ремонт. Здесь уже несколько иная картина. Здесь сделан ремонт, оборудование, мебель, все новое. В реанимационном отделении на данный момент не отстает, так скажем, от наших стандартов российских. Отучился, я приехал туда, отработал. Отрабатываю 3 года уже. В этой части у нас идет ремонт, хирургия. До Нового года точно будет завершен ремонт. И в рамках работы поликлиники попросили помочь нам во внедрении бережливых технологий. Вот по поручению к нам приезжали специалисты из Росатома. Обязательно будет другое здравоохранение, не только в Гагарском районе. Гагарская центральная районная больница имеет множество правительственных наград. Интересно, что еще во времена СССР это лечебное учреждение считалось одним из лучших на всем Кавказе. Во многом это было связано с тем, что больница располагается в курортном городе. Поэтому в период с апреля по октябрь за помощью сюда обращалось огромное количество иногородних и иностранных туристов. Это вынуждало правительство района и республики обеспечивать медицинский центр современным оборудованием и квалифицированными кадрами. Сегодня ситуация немного иная, но руководство района и больницы делают все, чтобы вывести больницу на соответствующий уровень. Больница потихоньку становится другой. То есть у нас уже отремонтировано капитально реанимационное отделение, отремонтировано приемное отделение, травмпункт, отремонтировано, позже мы вам покажем, гинекологическое отделение. Помимо ремонта, чтобы вы понимали, ремонт это не просто там косметический. То есть в реанимации пришлось менять коммуникации, потому что здание 50-х годов постройки, соответственно, коммуникации тоже такие же. И помимо ремонта, там, где уже проделана эта работа, да, также мы покупаем оборудование. Все это удалось сделать, естественно, благодаря району, бюджету района. То есть это благодаря помощи, которую оказывает Юрий Львович и его, в принципе, волевое решение. Все это стало возможным, естественно. Но и мы тоже, у нас есть спецсчет, куда поступают платежи за арендную плату, за платные какие-то услуги. Они все аккумулируются. Затем мы тоже участвуем в ремонте. Мы за собственный счет покупаем оборудование. Основной корпус больницы госпитальный был построен в начале 50-х годов, а поликлиническое здание в 1983 году. Затем был надстроен 4-й этаж госпитального корпуса. Во время войны здание практически не пострадало. Здесь долечивались раненые после выписки из Гудаутского военного госпиталя. Вот уже 4-й год больницу возглавляет Индира Арсалия. В районе помимо данной больницы работают поликлиника в Цандрипше, больница в Пицунде, 4 СВА и 8 ФАПов. Дефицит кадров – одна из самых острых проблем в больнице. В этом направлении мы тоже потихоньку двигаемся. У нас уже работают, вот за 4 года, у нас уже работают 2 специалиста, которые выучились непосредственно за наш счет. Точно так же сейчас проходит 2-й год
ну, начали, приступили второй год ординатуры еще 3 доктора. Это хирург, акушер-гинеколог и педиатр. Они учатся за счет собственных средств ЦРБ. Также мы стараемся привлечь извне, ну, помогаем обустроиться, иногда снимаем квартиру и так далее, но привлекаем извне, из Российской Федерации специалистов. В год в больницу обращаются порядка 60 тысяч пациентов. Из них стационарное лечение получают примерно 7 тысяч. Кроме того, поликлиника обслуживает 40 тысяч населения. Стационарно 220 коек. В нем функционирует 6 отделений: хирургия, терапия, гинекология, родильная, детская и инфекционная, а также общая реанимация на 6 коек. По словам главврача, не только в Гагрском районе и по всей стране система здравоохранения – это наследие Советского Союза с небольшими изменениями, но в целом кардинальных реформ проведено не было. По мнению Индиры Арсалия, здесь нужны фундаментальные изменения. Нужно менять организацию оказания помощи населению. Реформы нужны для того, чтобы правильно и более эффективно в рамках тех же денег, которые заложены сегодня, оказывать помощь. Что я имею в виду? К сожалению, мы не можем ссылаться на собственные какие-то стандарты и регламенты, их у нас нет в стране. Но, например, в сопредельных государствах есть современные стандарты организации помощи, и также есть оснащение помощи. Да? Возможно, нам нужно отказаться от некоторых больниц в пользу, например, той же логистики, более централизовать эту помощь. Здесь нужен такой подход, это не может один человек решить. Это нужно понимать население, прирост населения, протяженность, куда мы успеем довести больных. Но вот в этом направлении вот сейчас ведется работа, вы знаете, на базе республиканской больницы открывается сосудистый центр. Ну и теперь уже, наверное, маршрутизация сосудистых больных будет несколько иной. Я к чему говорю? Я вот, например, в пределах нашего района вижу, что у нас есть, например, в Цандрипше поликлиника со своим штатом, есть в Пицунде больница со своим штатом. Они ведь все потребляют деньги, финансы, правильно? На их содержание все равно что-то уходит. Их функционал несколько поменять, усилить их там, где у нас есть слабые места, для того, чтобы помощь была иной. Сейчас это в рамках интервью сложно объяснить. Это такой комплекс задач, которые надо решать. Ну, вот в этой связи хочу сказать, что вот у нас более недели назад были специалисты из Минздрава России, за что им огромная благодарность, потому что это, правда, очень серьезная, кропотливая работа. Представляете, если мы сперва будем стандарты создавать, а потом уже их применять, это долгий процесс. Возможно, они нам предложат модель, которая у нас улучшила бы качество оказания помощи. Естественно, мы не можем применять стандарт другого государства, изначально не изучив их здесь, и постараться их адаптировать к нашим реалиям. Ну и вот в этом плане ведется работа. Гагрское районное собрание приняло решение, которое регламентирует тарифы за оказание медицинской помощи иностранным гражданам. Теперь финансы поступают на спецсчет больницы. За счет этих средств больнице удалось сделать многое. Помимо ремонтных работ, которые финансируются из районного бюджета, из собственного бюджета приобретаются медикаменты, а также необходимые реактивы для проведения лабораторных анализов. Приведен в порядок заборный пункт. В лаборатории у нас сегодня есть все необходимое оборудование: гематологический анализатор, мочевой, биохимический анализатор, гемостаз. Приобрели, правда, еще инженер не приехал, не установили, ИФА-оборудование, реактивы ждем. Сделали аппаратную, сейчас покажем вам. То есть все, что необходимо делать в КДЛ, мы у себя в лаборатории делаем. Вот, например, ИФА-оборудование и реактивы мы купили за счет собственных средств. Частично покупаем за счет средств бюджета, а частично за свой собственный счет. В целом, когда вот нужно будет обновлять лекарства, медицинские изделия и так далее, у нас 9 миллионов заложено. Но в целом все равно за счет только средств бюджета района
не только бюджет именно района, а вообще за счет только бюджетных средств оказать качественную помощь медицинскую, организовать ее, ну, это задача из очень сложных, не только для нашей страны. Здесь у нас аппаратная, мы ее отремонтировали. Вот сегодня есть биохимик здесь стоит, гемостаз, гематологические анализаторы. Вот, лаборанты в процессе работы. А ИФА-оборудование, после того, как приедет инженер, оно будет установлено в другой аппаратной, потому что они несовместимы, нельзя их в одном месте ставить. В этой части у нас идет ремонт, хирургия в этой половине. Одна половина уже отремонтирована, то есть часть хирургического отделения уже отремонтирована. Как вы видите, проводка новая, ну, то есть тут все новое, коммуникации новые. В палатах мы предусмотрели там, где это возможно, санузлы. То есть я думаю, что пациентам достаточно комфортабельно будет. Опять же, возвращаясь, это не только ремонт. Параллельно мы еще и думаем о кадрах тоже. И этим вопросом занимаемся, потому что когда это отремонтируется, здесь должны работать люди так, как требует современное время. На сколько мест? Хирургическое отделение у нас на 60 коек. В рамках хирургических отделений у нас есть еще и травматологические койки. То есть пациентам, да, мы можем... Ну и у нас общая хирургия и вот экстренную хирургическую детскую помощь мы тоже оказываем здесь. Ремонт за счет бюджета района. Вот хирургическое отделение мы начали в прошлом году. На тот момент это было 42 миллиона, но, скорее всего, это выйдет под 50 миллионов, учитывая, что немножко затянулся вопрос. И, ну, и цены растут, то есть, да, сейчас вот строители говорят о том, что это будет порядка 47-48 миллионов. Это все собственные средства района, то есть бюджет района. Ну, до Нового года точно будет завершен ремонт этого отделения. И я сейчас вам покажу, у нас часть уже сделана. То есть половина отделения уже полностью отремонтирована. Помимо этого, вот за счет собственных средств больницы, у нас там куплена хирургическая мебель необходимая. То есть состояние хирургии было хуже, палат хуже. Здесь какой-то еще относительно недавно, ну, относительно недавно, что это был, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то 2005 год, какой-то косметический ремонт здесь, в этом отделении, был сделан. Но в целом ситуация такая же, если не хуже. Вот, ну, примерно. Вот это у нас уже отремонтированная часть хирургического отделения. Вот мебель, которая необходима для функционирования этого отделения. Это медицинская мебель, кровати, тумбочки, все, что необходимо для перевязочных. Все у нас уже закуплено. Как только закончат дальше ремонт, полностью закончат, мы ее расставим. В принципе, в комфортных условиях будем работать. Здесь у нас есть палаты с санузлами, то есть повышенной комфортности, если так можно назвать. Мебель вся новая. В обычных палатах, в общих палатах, где там 2-3 пациента, 3 пациента лежат, тоже предусмотрены санузлы. Везде, где можно провести коммуникации, здесь в отделении не было. Там, где можно провести коммуникацию, мы везде предусмотрели. Вот. Кровати новые, такие же кровати закуплены на все отделение. Они современные, то что сегодня во всех, в основном в клиниках стоят, вот именно такие кровати. 23-24 год здесь был сделан ремонт, да. Тоже собственные средства района. Здесь уже несколько иная картина. Здесь сделан ремонт, немножко и поменяли расположение палат, добавили, малой операционной не было здесь в отделении. Потом оборудование, мебель, все новое.
В рамках достигнутой договоренности между Министерствами здравоохранения Абхазии и России в нашу республику приехали специалисты, чтобы оказать помощь в курортный сезон. Командированы 22 врача – анестезиологи, реаниматологи, хирурги, травматологи, терапевты, кардиологи, педиатры и другие специалисты. Часть врачей помогает и в Гагрской больнице. Абазов Мурат Зубирович, я сюда командирован с Кабардино-Балкарской республики, город Нальчик, 2-я городская больница. Я здесь уже нахожусь, месяц. Я уже сегодня заканчиваю свою командировку, последнее дежурство. Что могу отметить? В реанимационном отделении на данный момент, в принципе, у них имеется вся необходимая аппаратура. Не отстает, так скажем, от наших стандартов российских. Аппараты ИВЛ, искусственной вентиляции легких, так называемые, мониторы для отслеживания витальных функций. Это все необходимо есть. По лекарственному обеспечению тоже минимальный набор, который необходим для оказания экстренной помощи, у них имеется. Коллектив очень сплоченный, дружный, добродушный. Это районная больница, здесь курортная зона, тут отдыхающих очень много, в зависимости от случаев, так скажем. Бывают дорожно-транспортные происшествия с массовым поступлением. Тогда сразу загружается реанимационное отделение. Заведующий отделением реанимации Лаша Дохнадзе окончил ординатуру за счет бюджетных средств района. После окончания учебы он с 2022 года работает здесь. Сейчас обучение проходит еще один специалист-хирург. Он обучается из спецсчета больницы, а также с нетерпением ждут еще 3 специалистов, которые тоже обучаются за счет спецсредств. В 2020 году я закончил Воронежский университет, и впереди была ординатура 2 года. Со мной связался главврач на вопрос оплаты обучения взамен работы в этой больнице. Согласился, 2 года отучился в Николского в Москве, и по окончании сразу же сюда приехал отрабатывать свой целевой. Очень важная работа. Знал, что мне предоставят сразу рабочее место. Это очень важно, потому что заканчивают. Все думают, где я буду работать. Тут уже все было наготове. Ждали меня, скажем так. И отучився, я приехал сюда, отрабатываю 3 года уже. В Москве тоже работал в ковидном госпитале в Подмосковье 3 месяца. Я понял, что в целом работа мне нравится. В больнице есть 2 аппарата УЗИ. В скором времени заканчивает обучение и приступит к работе специалист ультразвуковой диагностики. В ближайшие перспективы закончить ремонт хирургического отделения, да оснастить его согласно стандартам. Много оборудования уже закуплено. Необходимо докупить еще много чего. В планах также усовершенствование организации оказания экстренной помощи, а затем и плановой. Конечно, для всего этого нужны время и средства. Ведь все в жизни, в обычной жизни, да, любое действие, любой продукт, а пациент, в данной ситуации будем рассматривать таким образом, да, он имеет себестоимость, правильно? Значит, в таком случае, если мы говорим о бесплатной, вообще, чтобы вы понимали, бесплатная медицина, я не знаю страны, где она есть, некоторые исключения есть все-таки. Если она бесплатная, она всегда будет такая, как есть сегодня. Бюджетных средств никогда не будет достаточно, чтобы оказать качественную помощь. Никогда. Даже в Российской Федерации страна другая, огромная, да, бюджет совершенно другой. И тем не менее, там тоже только специальные программы обеспечиваются за счет бюджета. Все остальное – это страхование, ОМС, ДМС и так далее. Здесь нам тоже нужно думать источники финансирования. Я не говорю, все должно быть платно. Нет, конечно, но в любом случае источники финансирования четко должны быть определены. Если это бесплатное для человека, а она сама эта помощь не может быть бесплатной, она же имеет элементарно спирт, бинт, не знаю, игла, шприц, что-то же тратится, значит, это стоит денег. Если это для человека бесплатное, тогда государство четко должно регламентировать, кому конкретно это бесплатно. Какая помощь, обязательно объем помощи какой должен быть бесплатный. А все остальное, конечно, должно быть платное. Или для пациента, или тогда должны быть фонды какие-то. То есть к этому мы должны идти, иначе
мы всегда будем иметь вот то здравоохранение, в котором мы сегодня... И здесь недовольны все остаются. И пациент, который... Мы все живем в этой стране, да, и понимаем, что она, как вы сказали выше, не бесплатная. Но в этой связи, из-за того, что вот в таких условиях это оказывается, пациент недоволен, врач недоволен, все вокруг недовольны. Понимаете? И здесь обвинять пациента или врача, или как это принято, врач там плохой и так далее. Нет. Надо улучшить, создавать систему, а в системе врач все равно будет хороший. Уверяю вас, это в целом надо создавать. Это просто так один врач хороший, а другой плохой не бывает. Очень удобно, когда есть недовольный, но обязательно есть виноватый тоже. А на самом деле это не так. Понимаете? На самом деле, но если дом треснул, мы кого обвиняем? Фундамент плохой, правильно? Значит, в нашей работе тоже, если у нас есть недовольные пациенты и есть виноватый врач, почему система тогда не работает? Почему система не выявляет слабое место? Вот о чем я говорю. То есть нам надо менять подход в целом по здравоохранению. Если мы хотим получить качественное здравоохранение, мы хотим, конечно, пациенты все прям довольны не будут, они нигде не довольны. Уверяю вас, те, кто живут в Гагре, едут в Сочи в Краснодар, оттуда еще дальше, это, так человек создан, он всегда ищет что-то лучше. Но в целом мы же понимаем, что мы могли бы улучшить качество. Значит, нужен системный подход. Не врачей надо в этой связи обвинять. Собственный статистический анализ показал, что очень много пациентов, которые вынуждены ехать в Адлер или в Сухум для проведения плановых малоинвазивных операций. И это доставляет гагрцам неудобства. Больница планирует приобрести лапароскопическую стойку для выполнения операции на месте. По штатному расписанию должно быть 287 сотрудников, нехватка специалистов на 40%. У больницы 9 карет скорой помощи, в числе которых реанимобиль. Транспортом они обеспечены в полной мере. Кареты сами по себе не работают. У нас недостаточно кадров. Причем кадры это не только врачи. Это и медсестры, это и санитарки. Чтобы вы понимали, вот в госпитальном корпусе ни одной санитарки нет. В плане того, что зарплаты низкие, взаимодействую с главой района, и мы приняли решение, что поднимем непосредственно санитаркам. Мы даже обещали им неплохую, гораздо больше, чем получают доктора, в размере 40 тысяч. Но мы дали объявление, но нету. А те, которые есть, вы сами понимаете, это курортный город, горничные, они получают в 3 раза больше, естественно. Но кто придет в больницу работать? Вот если там у доктора зарплата 18 тысяч рублей на ставку, а там где-то в санатории предлагают, допустим, 70-80, как вы думаете, мы составляем им конкуренцию? И учитывая, что здесь надо сутки стоять на ногах и работать. Проблем очень много, и они, правда, в одночасье не решаются. И тут я, как вам сказала выше, нужен системный подход. И то, о чем мы говорим, о платной и бесплатной, она тоже должна быть обязательно регламентирована, потому что это привлечет обязательно финансовые средства в больницу. Не просто там, как это сейчас, в принципе, по всей стране происходит, и тогда можно будет и зарплату увеличивать за счет этих же средств. Тогда, может быть, мы будем более конкурентоспособны по сравнению с теми же курортными объектами. Но это очень важно. Мы можем долго говорить, что у нас все бесплатно, но на самом деле оно не бесплатное, и оно отвратительного качества, так скажем. А если мы хотим улучшить, то мы должны к этому подойти основательно. 12 июля президент Абхазии Бадра Гумба и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетили центральную районную больницу Гагры. Главврач ознакомила их с работой медицинского учреждения, рассказала о текущей деятельности, достигнутых результатах и существующих проблемах. И в рамках работы поликлиники попросили помочь нам в организации во внедрении бережливых технологий. И вот по поручению к нам приезжали специалисты из Росатома, провели обучение.
И у нас 15 числа приезжает, у нас есть несколько проектов, которые, я думаю, что пройдут. И это касается потоков людей, это касается... В целом, что такое бережливые технологии? Это комфортное посещение поликлиники для пациента и комфортная работа для самого врача тоже. То есть разведение потоков, чтобы люди меньше времени проводили в очередях. То есть там целый комплекс задач, которые надо воплотить, и я думаю, что все это возможно. Ну а что нужно, чтобы это воплотить? Социальная программа, специалисты, финансы, оборудование? В первую очередь, конечно, финансы. В первую очередь. Затем специалисты. Ну, частично они у нас есть. Мы ведь сейчас стараемся внедрить не те технологии, которые нами не будут охвачены, а те, которые возможно сделать в наших условиях. Защита проектов – это до конца сентября, а план реализации, ну, я думаю, что примерно до конца года. Больница содержится за счет бюджета района, но лечебную работу регламентирует Минздрав Абхазии. Ежеквартально отчитываются о проделанной работе, собирают статистические данные. То, что у нас сегодня нет нормативной базы, ну или она слабая, да, это не вина кого-то конкретно, нет. Ведь на это все нужны ресурсы, и, как я уже сказала, и финансовые, и кадровые ресурсы. Это в одночасье не делается, но все равно время того требует. И я думаю, что мы все подтянемся, я думаю, что обязательно будет другое здравоохранение, не только в Гагарском районе. Ну, частично, в частности, в Гагарском, я очень надеюсь, мы, по крайней мере, думаю, что двигаемся в этом направлении. Для того, чтобы узнать мнение пациентов, мы зашли на сайт больницы. Свой отзыв оставили 47 пользователей, из них 9 отрицательных и 38 положительных. Слова благодарности дают надежду, что у больницы есть все шансы вернуть былую славу. Организация оказания медицинской помощи включает разработку нормативных документов, определение условий и этапов оказания помощи, а также создание системы управления и контроля для обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению. Это сложный и долгий процесс, который очень важен для населения. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!